Здоровья нет представляет будущим папам и мамам. Закон Рита или телегония. Люди, вступающие в брак, в большинстве своем хотят иметь детей, но не все знают, как влияет на здоровье и потомство девственная чистота, что именно от нее зависит, какими будут ваши дети. Наши древние предки жили по прописанным знаниям, которые содержатся в Ведах. Они считали, что первый мужчина Утчери оставляет образ духа и крови. В наше время связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшие в прошлом веке такое явление, как телегония. Суть которого заключается в том, что первый мужчина женщины является реальным отцом всех ее детей, так как во время первого полового контакта женщина получает полный набор генетической информации от своего партнера. И эта информация остается в организме женщины навсегда. И впоследствии все физиологические и психические качества первого партнера автоматически передадутся будущему ребенку, вне зависимости от того, когда и от кого она будет рожать своих детей. Он, нарушивший девственность, становится генным отцом всех будущих детей женщины. Никакой презерватив не спасет от явления первого самца или телегонии. Об этом говорят конкретные случаи из жизни людей и животных. Если самая породистая сука повяжется с дворнягой, ее бракуют. От такой суки уже никогда не будет породистых щенков, даже если ее случать с самыми породистыми кобелями. Голубятники сразу убивают даже самую дорогую и самую чистопородную голубку, если ее потоптал непородистый сизырь. Практика показывает, у нее уже никогда не будет чистопородных птенцов. Учеными разных стран проводились множество исследований, показывающих, что это явление также распространяется и на людей. Известны случаи рождения у белых супругов детей с темным цветом кожи. Всегда причиной такого явления оказывается добрачная связь девушки с темнокожим мужчиной или ее прямых предков по женской линии. То есть мама повеселилась, в кавычках, а дочка теперь отдувается. Если первый половой контакт был с алкоголиком, наркоманом, психически больным, то и дети будут страдать теми же пороками. Каждый четвертый ребенок у нас рождается вне брака. Разве это нормально? Причем многие матери заявляют, что не знают, кто отец их ребенка. Вот еще одна страшная цифра. 98% вполне благополучных матерей имели добрачную связь. Не у всех генетическое влияние этого факта ярко выражено, но общая картина будет очень безрадостна. Оказывается, что свободная любовь, секс ради секса, является небезопасным. И в первую очередь это небезопасно для будущих детей. Число детей с отклонениями составляет 36% от всего детского населения страны. Что это, если не вырождение нации? За последние 100 лет в гинекологических кабинетах уничтожено больше человеческих жизней, чем в войнах. Сейчас ткани абортированных младенцев используют в медицине, парфюмерии и пищевой промышленности. Внушается, что свобода секса – это главное, что нужно современному человеку. В России 65% школьниц до 16 лет имели половые связи. Россия выходит на первое место по детской проституции. Почему так происходит? Потому что нам навязали, так сказать, сексуальную свободу, что это чисто физиологический процесс и ничего больше. Любой парень хочет жениться и завести детей, и чтобы эти дети были его. Он не хочет воспитывать чужих детей, Васи, Пети, своего друга и так далее. Но при подходе, который сейчас пропагандируется, такого в принципе быть не может, потому что физиологическим донором будет он, но не генетическим, как ни странно. В наш век это обязательно нужно знать, чтобы избежать непоправимой ошибки. Если давать в школах такое знание, объясняющее, что за этим стоит, то большинство нормальных людей, которые хотят иметь здоровых детей и создать нормальную семью, вели бы себя несколько иначе. Существует исторически достоверная закономерность. Народы, погрязшие в блуде, быстро вырождались и исчезали с лица земли. В годы Великой Отечественной войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек в возрасте 16-20 лет, обнаружил, что 90% из них были девственницами. Он обратился к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры с нашей страной, убеждая его, что невозможно в принципе победить народ с такой высокой нравственностью. В древности считалось, что мужчина во время полового контакта дает энергию года своей жизни,
Она распределялась следующим образом: 3 месяца на укрепление образа духа и крови, и еще 9 месяцев на само вынашивание плода в утробе матери. Если же по каким-то причинам зачатие не произошло, то данная энергия все равно сохранялась. Причем было такое поверье, что с рождением каждого ребенка женщина молодеет на 3 года. Если же мужчина ведет беспорядочную жизнь, то при половом контакте дает каждой женщине энергию 1 года своей жизни. Таким образом, он растрачивает ее понапрасну, провоцируя ускоренное старение. Так представляли себе процесс древние, и поэтому старались по возможности прививать людям стремление к нравственной чистоте. Я прошу написать вас комментарий к этой записи, насколько интересно вам было это видео и какие вопросы у вас возникли при его просмотре, на которые вполне возможно я отвечу в следующих уроках. Все, с вами был на связи Дмитрий Чекаев. До скорой встречи.